Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные гаремные гадания из Турции для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо заранее за ваши лайки под видео и за ваши хорошие добрые комментарии. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Будет ли счастье в личной жизни? Когда же наконец это случится и произойдет? Пожалуйста, посмотрите на песочек. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Будет ли счастье в моей личной жизни? Когда это произойдет? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, будет ли счастье в вашей личной жизни? Будет ли счастье в личной жизни? Так, Ну, сразу, да, вот сразу у нас сердце вышло, такое большое, красивое сердце. Будет ли счастье в вашей жизни? Конечно же, да. Будет, обязательно будет. Причем счастье огромное, безумное, безмерное, жгучее, страстное. Знаете, такое вот, которое принесет вам все просто радости. Знаете, вам придется испить всю эту радость и все это счастье до дна. Счастье безумное, счастье замечательное. Я вижу, что вы истосковались по любви, по добрым словам, по романтике, по признаниям. Тут вы извините за подробности, я вижу, что многие девочки, женщины, кто смотрит и по страстным отношениям, тоже тоскуют, да, вот как-то не хватает. Не хватает любви, не хватает счастья. Многие уже просто, я не знаю, там по 100 000 раз загадали, да, на нового мужчину, на новую любовь и на новое счастье. Что я хочу вам, мои дорогие, сказать. Тот человек, который сейчас находится рядом с вами, у кого есть отношения, этот человек, к сожалению, не совсем ваш. С этим человеком, как говорится, каши не сваришь. Я вижу, что у многих есть на данный период времени, вот кто придет на этот песочек, у вас есть чувства к другому человеку, который либо рядом с вами в паре в отношениях, либо вы там кому-то присматриваетесь, о ком-то там думаете, да, на кого-то загадываете. Честно, мои дорогие, человек этот не ваш. У вас могут быть чувства к нему, у него к вам могут быть чувства. Но, еще раз говорю, та самая любовь и то самое счастье не с ним. Не с ним, потому что вы так готовы, вы на все готовы. А человек такой, знаете, хитренький. Человек сам себе на уме. И человек этот, он, скажем так, строптивый достаточно. И он будет искать свои выгоды и так и не решится. Человек просто не решится. Потому что он вот именно зону вот своей дороги, там где засердечность у нас идет, задушевность, засердечность, он песочком закрыл. Он закрыл такой типа не пущу. Я туда никого не пущу. Пусть я буду одиночка, пусть я буду жить без любви, но я не хочу вот этих всех переживаний. Я не хочу, чтобы в жизни моей что-то такое происходило, да, мучительное и переживательное для меня. То есть мужчина не, скажем так, он может быть там для интима, может быть там для каких-то там, не знаю, адюльтеров, он подходит. А что касается серьезности, что касается действительно любви, что касается открытого доброго сердца, нет, к сожалению, этот человек не принесет вам желаемого. Но, мои милые, смотрите, что я вижу. У вас будет момент, когда вам будет действительно плохо, обидно, странно, страшно, но вы пройдете этот момент, вы отпустите этого человека, причем отпустите на все 4 стороны, скажете: иди своей дорогой, пожалуйста, живи свою жизнь как хочешь, да, и желаю тебе всего самого лучшего, да, найди свое счастье. Когда вы это сделаете и отпустите этого человека, нежданно-негаданно будет странное обстоятельство в вашей жизни. Причем, не знаю, будет казаться, что это какая-то странность, у кого-то как катастрофа, у кого-то неожиданность. Да? У вас прям судьба куда-то выталкивает либо в поездку какую-то, либо по какому-то важному делу. И в этой поездке, и в этом важном деле вы знакомитесь
познакомитесь именно с тем человеком, кто вот он, сердце, кто будет любить вас, кто будет ценить вас и кто сделает вас своей самой любимой, самой ценной, самой желанной женщиной в мире. Дорогу эту мужчина к вам сделает, вас высшие силы подтолкнут, да, волшебный пендаль вам дадут в ту сторону, а мужчина уже будет делать дорогу к вам. Мужчина влюбится, мужчина будет ухаживать, добиваться, скажем так, пройдет все муки любви вместе с вами. Ну а вы, мои дорогие девочки, женщины, а вы, мои принцессы, будете наслаждаться. Наслаждаться его влюбленными глазами, его романтичными признаниями. Там, не знаю, там кому-то стихи будут писать, кому-то песни посвящать. То есть мужчина будет очень активно за вами ухаживать. Влюбится, как мальчишка. Вот такая идет у нас история и ситуация. Так, мечта по поводу любви и счастья исполнится. 100% исполнится. И знаете, что я вам скажу? Вы, мои дорогие, я вижу, что вы вообще не паритесь по поводу этих отношений. Вот как-то вы настолько сильно расслабленно себя чувствуете, настолько вы уверены в том, что все будет замечательно, в том, что все пойдет хорошо, что вы даже об этом и не думаете. А мужчина пыхтит, смотрите, пытается вас там на крючок поймать, думает: ой, нельзя упустить эту королевну, это же мисс Вселенная, да, такой женщины никогда не было и не будет. Он будет, понимаете, на себе волосы рвать, пух на себя накидывать, лишь бы вас, ну, скажем так, заарканить, да, и чтобы вы стали его женщиной. Здесь, конечно, мужчине придется нелегко, мои дорогие. И что я еще вам хочу сказать, что я вижу, что вы наслаждаетесь. Вы наслаждаетесь тем, что происходит в вашей жизни. Вы наслаждаетесь собой. Вы наслаждаетесь той любовью и теми чувствами, которые дарит вам мужчина. Вы чувствуете себя просто, ну, действительно, женщина, которая на пьедестале сидит, да, вот такая богиня, которой поклоняются, которой приносят дары, которую почитают, которую превозносят. Знаете, вот я вижу, вы очень скромная женщина, девушка, вы всегда убегали от этой ситуации, вам всегда вот, знаете, вот если вы, то в лепешку разбивались, да, а если для вас, то либо никто ничего не делал, либо вы изначально, да, позиционировали себя, что, дескать, для меня ничего не надо, да. Я там перебьюсь, для меня не надо. А тут на тебе захочется, вот прям позыв такой пойдет, чтобы меня боготворили, чтобы меня любили. И у вас это все, мои дорогие, будет. Так, смотрите, какой момент. Когда это произойдет? Я здесь вижу 3 периода времени. 3 периода времени. Это может быть 3 недели, а может быть и 3 месяца. У каждого свой срок. У кого-то может и чуть-чуть и больше быть, потому что много меня людей смотрит. К сожалению, вот прям четкую дату я сказать не могу. Могу сказать, что 3. Вот будет связано с троечкой. Может быть 3 числа, может быть в 3 часа дня, может быть, не знаю, там через 3 месяца, да, действительно. То есть идет именно тройка. Тройка вот в какой-то важный момент, которая будет вас сопровождать в этом знакомстве, в этой неожиданной встрече, в перемене по судьбе и в перемене по жизни. Мои милые, я вижу, что вы настрадались, реально настрадались, тяжело было, и теперь у вас такое состояние, знаете, вы... то раньше вы были дающая, да, теперь вы принимающая. И это замечательно. И это просто замечательно. Здесь мужчина, понимаете, он как пчелка будет над вами летать, будет вас там всячески там за вами ухаживать, опылять вас, да. Ну а вы уже такая расслабленная. Я просто еще вижу, что какие-то барьеры вы будете перед этим мужчиной выстраивать. Ну, и это не потому, что вам, например, понравится его дразнить, но, возможно, будете там проверять его, да, либо там капризничать немножечко, да, вот как настоящая королева. Это замечательно. Замечательно, потому что ценность ваша будет, ну, в ваших же глазах все больше и больше расти. Я вижу, что вас ждут отношения не, скажем так, не равносторонние. Смотрите, вы в этих отношениях и больше, и важнее. Ваша часть
в этих отношениях намного больше. То есть мужчина будет ужиматься, мужчина ради вас будет действительно идти на какие-то подвиги, на какие-то свершения, ну а вы будете просто этим всем наслаждаться. То есть здесь именно идет такая ситуация, что женщина у нас действительно становится королевой, обретает свою законную корону и живет и наслаждается этой жизнью. Я еще вам скажу так, что кто вот вообще одинокий, у кого вообще, да, ни котенка, ни ребенка, знайте, что у вас вот у тех, кто одинокий, у вас, кстати, будет быстрее всех знакомства будет. У вас еще вот какое-то внутреннее такое будет состояние, когда вы вроде как счастливы, да, а с другой стороны страшно. Страшно пойти на этот путь перемен, страшно довериться, страшно в отношения вступить. То есть еще будете как-то бодаться и сопротивляться. Ну, знаете, вам все позволено. Вы у нас королевны, вам все позволено, а мужчина, конечно, будет добиваться и копытом землю бить, чтобы свою любимую, скажем так, увести в счастливое новое будущее. И все будет замечательно. Вот такое гадание у меня получилось. Огромное спасибо за внимание. На этом у меня все. Всем пока-пока.